Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам, как обрабатывать съемку с DJI Phantom 4 RTK в PPK. Обрабатывать мы будем в программе CGO, модуль UAVS, либо же по-русски BPLA. Запускаем программу и активируем ее. Для этого заходим в поддержку «Регистрация» и копируем ключ запроса. Данный ключ понадобится нам для составления заявки на активацию программы. Выбираем один из вариантов активации программы. Либо это демо-режим на месяц, либо же это активация ключа на постоянной основе. Заполняем данные компании и вводим серийный номер, который мы скопировали ранее. Спустя некоторое время к нам на почту придет ключ регистрации. Данный ключ нам необходимо скопировать и вставить в код регистрации в самой программе и нажать кнопку «Регистрация». Также ключ регистрации может быть переносным в виде USB-накопителя. По завершению регистрации мы можем приступить к работе. Для этого создаем проект. Если на момент создания проекта есть интернет на рабочей машине, советуем сразу подключить подложку. Нажимаем правой кнопкой мыши по большой области в центре, выбираем «Настройка онлайн-карт» и выбираем карты Google Спутник. Это поможет нам проще ориентироваться в нашем проекте. Далее в проекте нам необходимо задать систему координат. Для этого нажимаем на верхней панели «Систему координат» и выбираем нашу систему. Мы будем работать в МСК-50, зона 2. На верхней панели выбираем модуль BPLA и нажимаем кнопку «Импортировать». Выбираем тот коптер, с которого у нас производилась съемка DJI Phantom 4 RTK. Нажимаем кнопку «Импорт всех» и выбираем папку с нашими снимками. Примечание. В папках со снимками обязательно должно быть два файла. Первый — это Remix, а второй — это геометки снимков. Также сразу можно выбрать несколько полетов. Далее нажимаем на три точки и выбираем файл базовой станции. Также примечание. Ваша базовая станция должна работать на 10 Гц. Из списка нам необходимо выбрать Remix файл. Как правило, название этого файла заканчивается на букву О, и это самый большой файл по размеру в папке. Нажимаем кнопку «Принять». Можно выбрать сразу несколько Remix файлов с базы. Если их будет несколько, тогда не все отобразятся в этом списке. Мы нажимаем «Редактировать» и настраиваем координаты нашей базовой станции. Это те координаты, на которых наша базовая станция находилась, когда наш коптер производил полет. Если у нас не стоит задача привязываться к какой-либо системе координат, то эта процедура не обязательна. К примеру, если нам необходимо измерить площадь объекта или его объем. Нажимаем кнопку «Принять», и у нас выпадает список снимков с их координатами. Мы можем переключиться на карту и убедиться, что наши снимки приблизительно на том месте, на котором мы летали. Если это не так, нам необходимо исправить систему координат. Если все хорошо, нажимаем кнопку «Обработать» и «Принять». Программа обрабатывает полученные данные. По завершению обработки у нас появится новая траектория полета с исправленными координатами снимков. Если мы все правильно обработали, синие галочки будут отображать точные центры фотографирования, а в данных BPLA у нас отображаются исправленные координаты. На верхней панели нажимаем «Отчет», «Отчет по местоположению» и выбираем систему координат. Поскольку мы делали в местной системе координат, то ее и выбираем. И нажимаем «Экспортировать». К сожалению, данная программа не переписывает EXIF данные снимков, а выдается исправленные координаты в Excel-таблице. Данную Excel-таблицу мы можем использовать для изменения координат центров фотографирования практически в любой фотограмметрической программе. Для этого копируем путь к нашему Excel-файлу и запускаем фотограмметрическую программу. Мы используем Agisoft MetaShape. Загружаем снимки в нашу фотограмметрическую программу. Далее нам необходимо подгрузить исправленные координаты. Для этого переходим в привязку. На верхней панели выбираем иконку, на которой написано «Импортировать привязку». Вставляем в путь нашего Excel-файла, выбираем Excel-файл из списка и выбираем систему координат, которую мы задавали в начале ролика. Также выбираем разделитель, как правило, это будет запятая. В дальнейшем нам необходимо будет сделать так, чтобы каждому столбику было присвоено свое наименование. К примеру, первое — это название снимков. Эту процедуру необходимо будет провести один раз. В дальнейшем программа Agisoft запомнит предыдущие настройки. Также не забудьте поставить галочки в иконке точности и расставить точности измерения наших снимков.
Нажимаем кнопку ОК и можем видеть то, что у нас первый снимок выпадает по точности. У него точность измерения приблизительно 2 метра. Данный снимок нам необходимо заблокировать, чтобы он не повлиял на общую точность нашего проекта. В дальнейшем нам необходимо обработать нашу съемку. По завершению первого этапа обработки мы можем понять, какая у нас общая ошибка сходимости всех снимков. Это 5 мм, достаточно неплохой результат. Если нам необходим дополнительный контроль, мы можем использовать и опознаки. Как это делать, мы расскажем в следующем ролике.